Привет всем. Я в Хабаровске. Короче, езжу, ищу подушку, друзья. Заехал уже в 2 места. Такой подушки нету. Сейчас еще осталось 3-4 места максимум. Машина загружена на Якутию. У меня, кстати, глаз уже, как скажем, замылен, да? По-другому не скажешь. Ну, я привык к Хабаровску. Для кого-то, может, это интересно. Это вот центральная улица расширили, Крастореченская. Справа на прибрежке, там микрорайон большой выстроился, красивый. Ребятки, итак, давайте я вам расскажу продолжение истории про подушки. Значит, вот подушка. Вот. Вот эта подушка, та, которая у меня вылетел стакан куда-то неизвестном направлении. Почему-то подушку завернула. Вот этот кронштейн верхний завернула. Я его подвыгнул вот этим домкратиком, упер в потолок. Ну, туда, там подложил вот этот уголок. Он сейчас более-менее ровно, все. Дальше, когда подушку ломанула, когда я вот так вот вывернула, у меня не было с той стороны второй гайки. Потому что тут одна гайка, там вторая. Гайки не было по той причине, что вроде как, типа, она, если ржавеет, я потом не откручу, подушку не сниму, да неудобно подлазить. В итоге в этот раз я все-таки поставил туда гайку. Если была бы гайка, возможно, этот уголок бы не загнуло, ребята. Так что ставьте гайки и смазывайте их на графитку. Как батюшка у нас делает в Америке, Вова Шаров. Графитка — это самое основное. Дальше, когда подушку ломанула, сломала уголок. Видите, часть уголка нету. Я пытался это закрутить, ничего не вышло. Не получается, потому что он конусный. Тут уже слишком большой размер. Ну, не стал я извращаться. Уголка у меня, к сожалению, не было. У меня был прямой фитинг. Но прямой фитинг у меня не хватило бы трубки. Я добавил кусочек. Самая большая проблема, ребят, вот в этих вот штуковинах. Нужно, чтобы они в наличии были всегда новые в запас, чтобы можно было быстро поменять. Только из-за них большая проблема. Потому что когда он зажимается, он обжимается, его с трубки не снимешь. Если ты его даже снимешь, расплавишь трубку, потом ты на другую трубку не наденешь, его нужно развальцовывать. В общем, вот такие должны быть в наличии. Либо уже в комплекте, либо отдельно нужно такие бабушки покупать. Значит, смотрим дальше, ребятки. Стоит подушка китайская. И здесь стакан больше, чем вот здесь. Диаметр у нее больше. В общем, она у нас была в ПТК, я заезжал. Хабаровск ПТК. Но цена там была больше, чем я купил в другом месте. Напротив Базарита есть магазинчик. Давайте так, кто был в Хабаровске, заходите туда, там это есть. Это там стоит в 2 раза дешевле. 2 раза. Не знаю, как она по качеству, сколько она проходит. Значит, задняя у меня шипела раньше. Я заказал ее, где-то в среду будет. С Якутска приеду, заберу, уже заплатили. Потому что задняя шипела. Теперь зашипела у меня вот это. Ничего не поделаешь, шипит. Шипит и все. И, честно говоря, вот какой сейчас выворот тут стоит, меня, честно говоря, не сильно устраивает. Не растется? Да не, нормально. Смотри, что накопытил. 2 соска бесплатно. Валялись? Ну, они, может, конченые. Да нет, там 2 диска было. Видать, лопнутый. А Петровичек красил. Под что-то, под клумбу или под что? Ну. Я смотрю соски. Ну, надо было выкрутить. Говорю, ну, приди, выкрути. Я пошел, выкрутил. Серега подогнал мне домкратик. Вот. С помощью этого домкратика маленького я смог выровнять этот кронштейн, который погнулся. В общем, телега на ходу, в принципе, она выдержала все паромы, все Якутии, уже 6 рейсов. Вот примерно вот с такими раскладами. Все это выдержало. Но мне кажется, что надо чуть-чуть уровень пола пониже сделать. Что-то мое личное мнение. Что они слишком вытянутые. На асфальт выйду, посмотрю. Сейчас, может, машина как-то неровно стоит, еще что-то. Старую подушку, которая у меня там стояла, я упакую, возьму на запас. Одна запасная у меня уже подушка есть. Сегодня Жека приехал. Пока мы ходили в магазин за подушкой, я его раскрутил на 2 сальника. Вот эти сальники одинакового размера. Одинаково. Но этот полностью резиновый, типа усиленный. А этот типа такой себе. Раскрутил на 2 комплекта вот этих штуковин. Чтобы бочоночки эти часто нужны. Изнашиваются. Втулочки вот эти, да? Вот, это пригодится мне. Вот в этом магазине было куплено. Подушка тоже, ребят. Те, кто не местный. Все, кто местный, я думаю, что все уже знают, ребят.
переодеваюсь, умываюсь, складываюсь, отвожу машину супруге, приезжаю сюда на такси. Потом еще заеду домой. Короче, сегодня я только под вечер выйду из Хабаровска. Вот так вот. Есть такая улица в городе, называется Шелест, ребята. Давно по ней сам не ездил. Вот все в рейсах. Смотрите, что творится. Охренеть. Во-первых, ее расширяют, а во-вторых, ну прям такая глобальная ситуация тут. Согласны? Так, ребята, travel влог, путешествие. Сумка собрана. Вот и я. Ребят, короче, отдал сейчас только что оплетку для руля свою, которую в инстаграме выкладывал. На самом деле это друг мой заказывал колесо для мотоцикла. Хабаровский мост. Я поехал на Якутск. Вон он с колесом пошел, корефан мой. Вон он. Ребятки, вот магазинчик. Это, значит, Николаевка. Вот сейчас поворот на Николаевку, сзади перекресток. Значит, зашел, кое-что взял. Значит, смотрите. Два вот таких вот разветвителя, видите, с тумблерками. Я таких взял 2 штуки. Дальше, ребята, взял я уже потому что мучился. В общем, вот эта вот штука, чтобы откусывать хомуты, она очень такая, буду чисто для хомутов ее использовать. Потому что уже пассатижи не берут, там мучаешься, извращаешься, а хомуты часто нужны для электропроводки и так далее. Вот такую вот штуку, ключик на 14, не знаю, у них ноги вырастают, наверное. Ну, матрикс, не матрикс, ну, чтобы 2 ключа было, потому что у меня один такой есть, еще один нужно, чтобы его придерживать. На 14 прям самый ходовой, и никуда одевается. Все, ребятки, я поехал дальше. А корове все равно. Да, ребятки, что-то тут неладное. Пока тут движение стояло, я уже открыл одну коробочку. Думаю, куда ее приколхозить. Такое место. Выключаешь, горит красненьким. Включаешь, горит синеньким. На 2 выхода. Вообще, ребятки, по рации предупреждает, что на повороте на Биробиджан работает транспортная полиция. Это не очень хорошо. Можно сказать, очень нехорошо. Потому что у всех всегда есть проблемы. Почти что у всех. Ну и, как говорится, как повезет. Многие люди останавливаются, ждут, пережидают на стоянках. Мне не махнули, мне повезло. И это радует. Значит, у меня сегодня удачливый день. Сзади небо черное. Я еще в зеркало смотрю. И молния, короче, вот так по прямой. 1, 2, 3, 4, 5. И практически в одно и то же место. Штук 5 или 6 раз вот так бабахнуло. Ну и гром. Я очень удивлен. Почти прямая линия такая. Чуть-чуть с такими этими искривлениями. Несколько раз подряд в одно и то же место. Это капец. Никогда такого не видел. Решил выйти показать, какое небо, потому что тоже прям капец. И я сейчас там прошел, был дождь, и я не знаю, оно не было таким темным, что ли. Вот реально, оно таким темным не было. Ехал, вроде ничего было, нормально. Как-то оно потемнело, сгустилось. Смотрите, какое черно-синее, даже не знаю, как это назвать, фиолетово какое-то. Сложно передать словами. Проверю заодно колесики, насколько они греются. Нормально, ступится нормально. В общем, братцы, обошел все, колесики, все дела, все хорошо, ступицы, ничего не греется. Ребятки, эта штука подбирается в эту сторону. Грозовой штормик-то. Поехали отсюда. Так, ребятки, валим отсюда. Короче, сижу. На 15 минут остановился. Думал это. Там перекурю. Машину как давай раскачивать. Короче, не хочу я, чтобы эта штука меня догнала.
Поехали лучше туда. Хотя для контента можно было бы попасть в эту грозу, да? Ветер поднялся. Так думаю, там, где я стоял, уже накрыло. Облака, блин, быстро перемещаются, а? Не знаю, я еще на подъем груженый. Реальная погоня, братцы. Только я еще так медленно еду на этот подъем. Выбираемся, выбираемся, друзья. Вон уже лучи солнца на дороге. Сейчас мимо проезжаю. Хинган полноводен. Я раньше здесь воды не видел. Смотрите, в полях даже вода. Не только под мостом. Речка Хинган. Въехали в Амурскую область. Недавно осыпался скальник, смотрите. Время рушит даже гранитные камни. Сейчас, ребята, еду. Ни пыли нету. В общем, свежесть такая, скошенной травы запах, зелени, растений. Вдыхаю полной грудью, как говорится. Вот здесь вот форточка работает. Сюда залетает весь воздух с улицы. Запах неповторимый природы и чистого воздуха. Дождик прошел, видимо, не так давно. Ну, сегодня, может быть. Ну, не знаю. Но, в общем, пыли здесь нет, это точно. Друзья, пойдемте я покажу. Колесико, воздух качается. Сейчас накачается, поедем. Ну, у меня теперь появилась одна запаска из той, которая стояла. И появилось новое колесо со старыми дырками. Теперь я счастливый обладатель колеса Ханкук с проплешинами, не знаю, с залысинами. Вот такого плана. Но оно хоть с протектором и вроде как боковых грыж нету. И накачали его нормально. Это колесико вот это старенькое. Мне обошлось в 1500 рублей. Он попросил 2 за них. Я говорю, за 1000 нет. Ты что, нет таких цен. 1500 плюс шиномонтажка 800. Официально через кассу. Все, погнали. Большой Невер, друзья. Сейчас звонил знакомый из Тынды. Говорит, что там идет дождь с градом. Поселок Соловьевск. Что там? Короче, тут ветром оборвало эту штуку. Я ехал, вовремя заметил. Остановился как раз в том месте, где будка начала цеплять. Все, его сняли. Все, едем дальше. В общем, как-то она провисла, кабиной пропустил еще, и перед будкой она остановилась, короче. Ничего я там не испортил, никому не навредил. Залез вот этот вот человек, что-то там скинул, не знаю. В общем, она уже была не нужна, ее обрезали. Дорога после Соловьевска. Зато форточку можно открывать. Пыли нету. Везде одни плюсы, друзья. Короче, пробка. Кто-то не может подняться.
А что ты не проедешь там? А, вот в чем дело. А что там пробовать? Ну я жду, когда вы отойдете все. Сейчас, погоди, я бошку уберу. Ну что, поехали. Братья вниз, что в Ютубе когда будет? Не знаю, может в Якутск приеду, успею сделать видос. Удачи. Спасибо, вам также. До Тынды осталось меньше 40 километров. Навстречу прошел американец с тралом. Говорит мне по рации: что у тебя с передним номером? Пойдемте посмотрим, что с ним. Вот такие дороги здесь. Капец. Так, ребятки, в Тынде посмотрим, что там у нас с дорогой сейчас. Как идут дела. Мостостроители чем занимаются. Что-то там пилят, режут, варят, состыковывают. Ну что, посмотрим когда-нибудь на чудо инженерных технологий, инженерного искусства. Друзья, всем добра. Утро, где-то 8 часов утра. За Тындой уже, это аэропорт Тында, грубо говоря. Значит, вчера я показывал, что ломаются у нас не только рессоры, но даже номера. Номер сломался пополам. Значит, заметил я вчера такой звук. Сифонит, как будто глушитель такой где-то пропускает. Причем так методично. С определенной методичностью, так скажем, частотой. Вчера вечером заглянул, не нашел. Обычно у меня вот эта заглушка с этого стекла. И вот тут вот все видно, что, короче, все в копоте. Значит, посмотрел. В общем, обнаружил, ребятки. Сейчас покажу. Вот если сверху посмотреть, это вот этот коллектор. Вот он, выхлопной коллектор, вот она турбина. Сейчас. Турбина, да? И вот видите, вот черное местечко такое темное. А вот здесь вот нету болтика. И шпильки тоже там нету. То есть там обломилась шпилька, походу. Попробовал ставить болтики разные длинные, они просто не влазят. Походу там обломлено. Ну и соответственно вот турбина закопченная. Вот отсюда прорываются газы. Либо снимать турбину, рассверливать там и так далее, высверливать.
либо доехать. Но тут у меня, во-первых, опять со временем. Все очень туго со временем. Попробую поехать так. Если не отвалится турбина на ходу, то нормально. Я сейчас ее попробую подтянуть чуть-чуть. И если она не пойдет, значит пойду дальше. Эх. Номер, который был впереди, поломанный, я поставил его назад, сзади на машину. Задний поставил вперед. Повесил его на бампер. Осталось недалеко до Лапрей. Вот этот мостик, который ремонтирует. И вот этот подъемчик, про который я рассказывал в прошлой серии. Если его до зимы не сделают... Друзья, на камере места не было. Скинул. Ходил на Хатами, покушал в транзит. Значит, подписчики, ребята, подходили. Привет вам. Ратимир, колбаса. Здесь стояла машина, видите? Сухое место еще осталось, уехали. Ребята до Алдана поехали. В общем, увидели номер моей машины, вот этот 0402. Решили найти меня. Пошли в кафе специально, чтобы поздороваться. Спасибо. Короче, ребятки, так. У меня телега начинает выеживаться, не знаю, в чем прикол, но в этом рейсе у меня произошло два приключения в Приморье, и сейчас улетел стакан. С Чельмакана спускался, смотрю, давление что-то не накачивает, больше сотки, около сотки держит. Остановился напрямую, выехал, говорю, подушка правая завернута, средняя ось. Стакан улетел. Кусок стакана я нашел, потому что он прилетел и застрял на задней оси возле крана пола уровня. Короче, сейчас еду без стакана и без подушки. Заглушил тоже. Сделал, короче, уровень пола на сантиметр ниже, чем было. Может, из-за этого, может, их выворачивает просто. В общем, еду пока так. Ну, плюс груз такой не слабый. Ладно, посмотрим. Пока без подушки, буду ехать аккуратно. Ребятки, перевал Тит. Самый веселый знак здесь — это 40. Короче, больше 40 нельзя. Грузовикам особенно. Carry the world that's on your shoulders, for I'm not the only one. How could you look behind now when everything is done? You're gone. Так, ребятки, вечер на дворе, 10-й час. Добрался я до Алдана. Без одной подушки. В общем, не знаю, сейчас буду звонить, чтобы передоговориться на другое время, потому что без подушки ехать по реконструкциям я буду еще день, а то и больше. Сейчас буду звонить клиентам. Машин сегодня много, ребята. Смотрите, какая техника. Геоинжстрой. Геомаш. Друзья, пришел Гиви, наступило утро. Может быть, в обратном порядке. Сначала наступило утро, потом пришел Гиви. Я также в Алдане зашел, у него стеллажей подушек немерено. У Гиви такой подушки нет. Он говорит, по WhatsApp скинь, чтобы и у меня было. Я ему скину номера, фотку. Пойду в Томот. Также без одной подушки. Специально ночевал здесь, надеялся, что может у них Гиви будет. Едем в Томот. В общем, друзья мои, телега. Вначале, пока я возил более-менее маленький вес, показала хорошо. Но сама конструкция телеги, особенно по подушкам, не доработана.
Поэтому придется мне ее дорабатывать, ребят. Думал, что с телегой уже не надо будет заниматься, но, увы, придется. Буду изобретать дальше, потому что изобретение было сделано. В принципе, это, можно сказать, прототип, рабочая версия даже. Оно ездило, видите. Но начались проблемы. Как тяжелый вес, вот сейчас вот загрузили меня. То одна подушечка, то другая. Подушки разные по высоте, это тоже неправильно. Потому что одна выше поднимается, другая ниже поднимается. Разный ход у них. Буду все переделывать потихоньку. Хотя это тоже не запланировано, ребята. Есть дофига чем заниматься. Верхний Алдан. Друзья, в общем, не было в Автомоте тоже такой подушки. И я еду в Якутск еще 500 с лишним километров по реконструкциям без одной подушки. На свой страх и риск. Других вариантов нет. Груз надо довести. Тогда деньги заработаем. Да, ребятки, никто не говорил, что будет легко. Раньше я тут на 6-й, 5-й, 7-й даже с базолитом. Сейчас 3-я, друзья. 3-я, нижний ряд. Это Рига. 2-я от Автомота. Реконструкции, ребята, идут полным ходом. Быстро кладется асфальт. То есть километры путей новой дороги появляются. Я вот просто сейчас остановился, там идет вот, перекрыли полосу. Смотрю на асфальт. Должен ли бы он быть таким пористым? Не знаю. Либо еще что-то будет сверху. Вот этих, ребята, иностранных асфальтоешек, смотрю, много развелось. Они превращают асфальт в такое покрытие, которое называется предварительное покрытие для будущей дороги. Видите, какая технология? Вот покрытие цемента, земли, какой-то еще непонятной темы. Получается, он с водой. Ему подают воду, да? И он вот это вот все перемешивает. То есть как миксер. И на выходе у него получается готовая, не знаю, готовая дорога почти. Или готовая предварительная дорога. Видите? Цемент с землей. С какими-то камешками, с гравием. Это как, помните, раньше был сок такой, или порошки Юпи, Зуко или Инвайт. Помните? Просто добавь воды. Клубы цемента поднимаются в воздух. А тут прям совсем красиво. Ровным слоем цементик. Вот такая штука. Помните, как в своей песне? Настроение по кайфу. Мы с тобою танцуем. Сейчас я буду танцевать, ребята. Уже начал свой танец вокруг машины. Остановился ради того, чтобы посмотреть. Что-то у меня идет вибрация. Вибрация, либо подшипники гудят. Что-то такое. Вот именно на этом накатом, когда идешь. Ладно. Переоделся. Ради этого залез. Переоделся, остановился ради этого. Залез, посмотрел. Короче, мосты горячие. Ну это ладно. В принципе, коробка нормальная. Я думал, где-то возле коробки или подвесной. Подвесной не горячий. Вот это масло вытекает. Вот этот фланец течет. Значит, надо будет снимать крышку, откручивать вот эту штуку. Короче. В общем, вот это дело надо будет делать, ребятки. Дальше, если тут перечислять, что надо делать, то это капец. Дальше пойдемте покажу. Выяснилось, что у меня уровень пола слетел. Я уже залазил туда. Посмотрел, уровень пола слетел. Блин, капец. Ну ладно. Я его сейчас поставил на место, подушки надулись. Значит, колесо прям вот оно на глазах начало спускать. Я нашел отверстие. Где-то вот здесь вот шипит. Может камнем, может чем, пока не знаю.
Есть вариант заклеить его просто шнурком, а есть вариант опробовать свои вот эти девайсы, которые я купил. Зачищалки там все, но там надо будет эту зачищалку, болт на нее подобрать. Ладно, я покажу дальше, что домкратить, думаю, по домкрачу буду снимать колесо, думаю, сделаю по уму. Не шнурок, а по уму сделаю, потому что колесо более-менее еще, поэтому, думаю, сделаю нормально. Еще рейса на 2-3 хватит на Якутию, как минимум, если сделаю его. Дальше, поддомкратить, залез поддомкрачивать. Что вы видите? Короче, подушка целая еще. Она надутая. Верхний слой у подушечки. Эх, ребятки, доехать бы мне до Якутска. Дальше. Вот видите, этот гнилой энергач. Гнилой. В тот раз я с него ржавчину сбил. В общем, энергач надо тоже менять. Так, на кардане шлицевая, уставшая очень сильно, ребята. Просто туда-сюда ходит. Тоже надо менять задний кардан, нету пыльника на нем. Я вот прошприцовал последний раз, все уже выкинуло. И там люфты. На 2 сантиметра опустил уровень пола. Подушки сейчас вот примерно в таком состоянии, может чуть-чуть повыше. Видите, одной нету. Все это едет. До этого вот это бабахнуло. Сейчас вон то и нету. Стакан выломало. Я так понимаю, что когда она максимально поднималась, просто подушка его вот так вот выпнула. В какой-то из моментов, грубо говоря, происходило такое, что она его выплевывала. В общем, колеса надо менять все и на тягаче. В общем, ребятки, я не знаю, вот этот рейс мне бы сейчас закончить бы благополучно. А там видно будет. Сегодня надо добраться до Якутска. До Якутска еще где-то 300 с лишним километров. Сейчас займусь колесом, буду делать. Не знаю, можно ли сказать, что я это изобрел из подручных средств. Примерно центровал, потому что он из всех гаек, шайб я нашел вот такой вот. Блин, и вот эта жужжалка, она только под шестерку залазит сюда. Больше ничего не влазит. Максимально развел. Примерно вот так. Маленько бьет, ну хрен знает. Короче, вот это приспособление как раз для таких съемок. Само оно. Кто-то гайку потерял. Ничего себе! Вот это жужжалочка. Вот это да. С регулятором оборотов. Китайская. Брал у китайцев в Китай-городе. Так, где у нас отверстие? Вот оно, друзья мои. Вот оно. Камнем, скорее всего, продавил. Короче, намазал клеем латку, вот эту фигню на 2 раза. Сначала первый раз она высохла, ну так, чтобы уже на отлип пальцы не прилипали. Второй раз намазал, сорвал вот эту пленочку с этой латки и на сухую уже клею на почти высохший тот клей. Ну, не до конца. Буквально после того, как я намазал второй раз, прошло где-то минуты 1,5, наверное, около 2. И я вот после этого ее приложил. И раскатываю вот от центра сначала к краям. Я уже ее раскатывал, приложил пальцем первый раз сначала сюда, потом все остальное прилегло. Короче, ребятки, вот так. Ну вот, друзья, и на этой машине. Так, это что? А? Вау. Что это, ёп? Ёма, народ, в рот мне ноги. Что это? Ладно, вот я впервые, грубо говоря, заклеил на этой машине оборудованием. Вот сейчас я его смастерил, сконструировал, все работает, все четко. Теперь буду заниматься. Уже не так страшно мне пробить где-то колесо будет. Вид колесо, ребятки, более-менее. Но внутри оно уже
Все, она уже порепанная, все. Страшно смотреть. Как она еще держит воздух. Это знаете, что за машина? Карета. Карета, реально. Смотрите, как человек любит УАЗик. УАЗ. А вот и карета. Оказывается, карета ломается. И есть возможность, ребят, посмотреть поближе. Вот эта карета, которая меня обогнала. С колесом проблема, причем с двумя. Ребятки, на базе Крауна, по-моему. Крауна. Или даже не знаю чего, не буду врать. Карета снова в строю. Колеса сделаны. Регион, ребятки, где я обычно останавливаюсь на обратном пути. Вон там сверху. Чикацы, ребята, кафешка. Ну и лошадки, как дома у себя. Вот они. Ребенок. Привыкшие они, да? Привыкли так ходить. До Бестяха осталось меньше 20 километров. Сейчас вот сзади фары, видите? Там на аварийке стояли ребята. Короче, Хайлакс или что там? Джип, короче. Развороченный капот, крыло. Скорее всего, лошадка. Не знаю, что там произошло. Стоит на аварийке. Ну, лошадки не видать. Не знаю. Может, убежала. Так что аккуратнее, ребятки. Тут ходят животные вот эти. Особенно вечером встречка едет, фары включены. Вообще теряется дорога, ничего не видно. В основном от Бестяха до Качекац и даже чуть-чуть дальше. Везде есть. Поэтому днем лучше ехать. Издалека видно, а ночью не видно. Итак, братцы, прибыли в Нижний Бестях. Время уже... Короче, первый час ночи. 17 минут первого. Получается, во сколько? В 9 часов. Полдесятого, грубо говоря. Выехал из Алдана. Утра. И в 12 ночи, грубо говоря, приехал в Бестях. Ну, с учетом того, что я починил колесо по дороге. То, что я покушал. То, что там особо, можно сказать, не торопился, потому что подушка у меня была. Не было, вернее, ее. Значит, ПТК, мой любимый магазинчик. Машинки тут паркуются. Вечерний Бестях уже отдыхает весь. Площадь Победы. Что-то с фонариками случилось. Как проблесковые маячки. Лесописцы интересно ездят. Надо же, еще машин полно. Смотрите. Вечерний Бестях. Вечерний Бестях. Все, поехали на Лену. Там и заночуем. Еду на разгрузку, ребят. Без одной подушки и на одной волосатой на тягаче. Вроде пока по. Ребята, не знаю, как в других городах, но сегодня в Якутске суббота. Пошел дождик.
Серьезно. Что-то, ребята, с дорогой неясное. Все же на болоте, да? Проваливается. Прибыл туда, куда мне нужно. Город Якутск. Друзья, ну что, я вот сейчас на разгрузке. И по плану я отдохнул, да, выспался. И в принципе можно позаниматься машиной. Только вот осталось подумать, с чего начать. Вот это вот уродство, мне, честно скажу, очень надоело. Просто хотя бы даже снять эти штуки. Даже сам бампер снять, это будет более, мне кажется, хорошо, чем вот в таком положении все. Вот. Прям давно уже руки чешутся вот это сделать. Наверное, я этим вопросом позанимаюсь. Сниму. Вот эти же, ну, вот это вот все. Вот это вот все сниму. И у меня есть, я уже купил уже металлические тюбинги и пластины. Может быть, что-то успею сделать, чтобы было лучше, чем вот сейчас. Потому что сейчас это вообще прям жесть. Согласны со мной? Капот, я бы капотом тоже позанимался, его тоже надо делать. Не знаю, посмотрим. Вот это болтается все. Наверное, на резиночку подтяну ее, чтобы, ну, она прижималась, как подрезиненная была. И все. Потому что тут толку мало будет что-то дальше колхозить, потому что само крыло, видите, оно все гуляет. Тут надо сделать тоже, болтается. Короче, куда ни посмотришь, все надо, друзья мои. Вот эту надо менять, лягушку. В общем, если ничего не делать, то ничего не будет получаться. Поэтому надо с чего-то начинать, и все будет хорошо. Еще день впереди, будет разгружать до вечера. Поэтому займусь чем-нибудь сейчас. Через какое-то время. В этом случае надо говорить без комментариев. No comments. Значит, прежде чем варить, я этот бампер не знаю. Тут два варианта. Либо купить новый, чтобы он был целый, вот эту часть. Либо я этот восстановлю. С Жекой поговорю на эту тему. Вот эту почему я снимаю? Во-первых, у меня на базе уже есть такая одна новая. Ну как новая, бэушная, но получше. Во-вторых, пока я уже начал снимать бампер, я уже думаю, что подвыровняю-ка я вот эту, которая уже есть. Потому что это чудовище. Кстати, кто не видел, где помята? Вот помята. Тут какой-то бугор. Вот вмятина большая. Вот вмятина. Вот вмятина. Вот видите, как оттопырено все. Тут разорвано. К сожалению, я это не смогу сделать, потому что нет сварки. Вот выпуклость. Вон видите, как все это выглядит. Сейчас я попробую позаниматься этим вопросом, чтобы чуть-чуть подвыровнять. Не знаю, час или сколько прошло примерно. Около часа. Стучал я ее более-менее. Вот результат. Она практически ровная. Ну, может, где-то есть. Вот. Даже здесь простучал, но без сварки. Надо подваривать, потом просто без сварки так пойдет. Вот с помощью этих двух молоточков. Короче, ребята, теперь еще одна подушка, которая у меня шипела, не шипела, шипела, не шипела. Вот я ее снял. Вот такая вот с ней проблема. Это все. Это называется приехали. Еще одну подушку надо. Это ж капец какой-то. Какой-то капец, братцы. Я затолкал туда целый целлофановый пакет. Не знаю, как это может помочь. Прямо целый. Вот этими пассатижами. Сейчас поставлю на место. Ребятушки, я поехал на паром. Солярку сейчас увидел. 60 рублей 70 копеек. Здесь солярочки подешевле. 59,40. Дешевая совсем. Ребятки, Нижний Бестях, площадь Победы, вечер, можно сказать, ночь, уже 12 часов. Идут такие вот у нас работы здесь. Что, передачка, да?
Значит, тут у нас на Велгер. Велгер это чей? Велгер бihini çay meyve yaptı da. Вот Велгер. Bihini meyve yaptı. Доставкадан. Ого, би бәрді жүр. Ого, ты был манныкал бит доставкадан бihini тейінчек. Реди, да? Потом вот это вот, который сейчас, по-моему, снимает вот это, да? Стар, да, стар вот этот. Это чей? Так, вот это Велгер чей? Велгер был их. Держи. Стар ваш? Стар чей? Наш. Так, и еще там что-то. Мотор, по-моему. Да, это ГБД. Вот это второй. Вот. Да, это мой. Это ваш. Все, да? Ну все, вот это 3 документа было, больше ничего нету. да. И все, да? Ну, больше не было ничего. Сейчас автомат снимем, я задом подъеду. Ага. Давай, 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 назад.